У нас сегодня апошняя сустрэча, и памятаеце, мы говорили про то, что на апошняй сустрэче мы паспрабуем провести такую тотальную сборку всего того, про что мы говорили. Ну и это одно, и другое. Синхронизовать ситуацию белорусской думки, сучасного белорусского мышления и вот как бы этой европейской интеллектуальной традиции. Коли уявить себе и подумать про то, что мы с вами от самого початку, до Сократа к Сократа спробовали ускараскаться, вот, и долезли аж до европейской модерности, до Декарта, Канта и 19 столетия, скончили на 3 метрах перасцярогі Марксе, Фройде и Ницше, и далее не пошли, потому что уже не было часу и не было жадания. То повстало питание, как вернуться с этой традиции назад до самих себе и что нам теперь робить, вот как бы нам с вами, там, белорусским интеллектуалам, белорусскому народу, как завгодно широко и по-русски можно обозначать эту супольность, але про что думать и что робить вот в этой ситуации, когда мы уже разумеем, что мы синхронизованы, что нам худшей никуда не утячи от европейской традиции, от Сократа с Платоном, от Августина, от Томаша Аквинского, от Декарта с Кантом. И они сидят у нас не тому, что мы заслужили их, а тому, что это наканавание, тому, что наше сегодняшнее мышление, и оно сформованное вот тем лику и теми всеми стагодиями истории, есть выником этого всего. То есть в сгорнутом выгляде в нашем мышлении размещена вот эта вся европейская традиция. И когда мы вот к этому теперь узрадовались и, скажем, усведомили это, то повстает питание, а что ж, про что думать? Вот инструменты с нами, мы можем это робить, мы усведомляем, в какой традиции мы это робим, але про что хотелось бы думать нам, всему белорусскому народу. То есть адженда, то есть вот, как бы расклады, какие питания, темы, проблемы, как любят сказать в академии, вот, мы можем намалявать. Вот тут, хотя мы не малявали зусим, амаль зусим, разом, перевернуть чистую сторонку. Тут у нас разные колеровые посадки, фломастеры. То есть мы будем малявать мапы. И памятаете, мы сказали, что начнем с вас. То есть ваши пропозиции, как мы намалюем мапу белорусского мышления. Давайте вот так. Как в Беларуси. И вы выходите, представляете свои идеи, про что можно думать, вот обґрунтовываете, и мы вместе все это тут будем замалевывать. Кто первый? Бачу ви. Давайте, может, накидаем как бы разных мыслей, а потом мы с места. Да, с места. Треба переодоливать страх, потому что мысли усведомлять себе, что вы говорите городу и свету. Алена, давайте, вы меньше за всех боитесь. Я с места вообще такая смелая. Когда вы думаете, что только вот для вас эта проблема складанной выглядает, да, то есть и она для всех выглядает складанной. Вот Татьяну попросить намалевать что-нибудь, альбо меня. И мы так само также сумеемся. То есть тут в этом сенсе треба переодолевать вот этот супротив. Альбо, коли вы отчуваете, вот, что что-то вам не дозволяя спокойно и натурально говорить, то тематизовать это что-то. То есть рассказывать не про то,
што маглі бы маляваць, а чаму вам складана прапаноўваць ці тыя альбо іншыя ідэі прадстаўляць? Ну, коли пилот девушка маленькая думка, коли пилот одразу асэнсаваць тыя ідэі, якія нам неабходны, то было б лёгка і пачаць з імі нешта рабіць. А так, калі наша супольнасць амаль нічога не робіць, напрыклад, ці робіць паасобку, потому што няма агульнай ідэі, напрыклад, куды рухацца. Што? Няма гэтай ідэі асэнсаванай. Куды рухацца каму? Нам, як бы, ці всему народу, супольнасцю, да? То есть самые розныя супольнасці заблыталіся і не могуць усведаміць, куды рухацца. Ну так это і ёсць ідэя. То есть, хотя и негативная, да, скажем, что няма шляху. А з чым звязана вот, гэта адчуванне такой стратэгічнай дэзарыентаванасці? І ці гэта толькі у інтэлектуалаў, ці гэта ввогуле вот, в сучасным свеце, в Европе, ці гэта за апошнія, напрыклад, 10 год, ці гэта все 20-е стагоддзе і 21-е? Потому что калі ёсць такая агульная, цікавая ідэя, якая выглядае такой амаль ідэальнай, то гэта такая утопія, да якой магчыма атрымоўваць рухацца, сацыялізм, напрыклад. Мы будуем спрабуем яго будаваць, а калі ўжо шмат чаго апрабавана, і ўвогуле людзі уяўляюць, што утопія гэта нешта не вельмі добрае, ці іх не будзе існаваць у рэальнасці, то атрымоўваецца, што у вас няма такой гэтай мэты. Магчыма, тут такая разгубленасць, што трэба будаваць, у чаго будзе сапраўднае такое жыццё. Вот вы сформулировали как бы прекрасную проблему, что мы с вами, и мы в Беларуси, и вот на этих просторах пост-СССР находимся в мыслении и в реальности в постутопичной перспективе. Мы находимся в ситуации, когда великая утопия у нас была, ну, кем бы ни были гэтыя мы, да? Мы спрабавалі яе як бы реализовать и побачили то, что мы можем назвать там теневым боком утопии. Да? То есть кожная утопия, якая радикально реализуется, а это была утопия модерности, модерная утопия коммунизма, то есть побудова такого рационального громадства, вот, реализации идеи ровности и вызволения, потому что, памятаете, мы когда казали про Маркса, и про осветников говорили про то, что насамрэч идеи Маркса, марксизм, там, и вот этот советский коммунизм как проект утопичный, и он, ну, такое, скажем, абсолютно легитимная детянятка вот этого осветницкого мышления. Потому что в основе идеи коммунизма это выстроивание рационального громадства, в яким человек нарешті сустрэнецца со своей властной сутностью. Ведь как бы основной диагноз марксизма, что в громадстве капиталистичном, вот этим ранним модерном, человек отчужен от своей сутности, то есть он есть объектом эксплуатации самых розных. Да? Але вот модерность, якая вот нарешті выявляе вот эту отчуженность и максимально ее интенсификуя, и она в той же час рыхтуе и магчимости вызволения. То есть в этом сенсе идея коммунизма – это идея вызволения от вот всех этих путов традиционного громадства с рабством, эксплуатацией, чем завгодно. И вот оказалось, что человек сапраўды может быть вызволенный на простору, вызволенный ад. Але вот куды он врешті приходит, вот это самая головная проблема. Вот. И тогда в той проблеме, якую вы обозначили, особенно находится рефлексия и переоценка коммунизма как проекта, что это, чим это было насамрэч. И это важно менавіта для нашей зоны,
чым было не в сэнсе, мы это ведаем гістарычна, там, як бы пра Леніна, Сталіна, Гулагі, там, а менавіта чым гэта было з перспектывы нават не ідэяў, а метафізікі вот такой мадэрнасці. То есть мы интуитивно отчуваем, что это страшно важный проект для модерности, и он находится в самой сердцевине этой модерности. Але в той же час и наступства, и выники этого всего, ну, вот еще не продуманные до конца. И вот эта стратегичная перспектива, как жить после утопии, после реализованных утопий, страшных утопий. Ёсць нейкія спробы пашырыць гэтае поле, ці запярэчыць, ці штосьці дадаць, вот, якія ресурсы мыслення мы маглі бы далучыць традыцыі, як разгарнуць вот это все. Потому что ясно, что это не только белорусская проблема, вот, и не только нават вот гэтых краінаў посткоммунистычных и советских, можно так сказать. После этого всего шляху Ці можем мы вернуться назад, скажем, вот в религию, да, то есть традиционное мышление. Потому что у людей нашмат больше вариаций после религии. Тому я хочу все это обрубить и сказать, что нет, тут есть мышление такое прописанное, доброе, с початком, с концом, с этим шляхом, накировали мне некие отсутствия, не тримаються, то коли нечто уже отрималося больше, то это было тяжко штурхнуть, отрезать, сказать. Ну, у религии есть вот какая-то база, тебе сказали, як треба жить. И в это время все спрощаем. Это такий шлях добрий. А коли ніхто не говорить, як треба, то шмат варіацій, вельми тяжко вибрати. Ну вот глядите, все уже памятают, колись наприкінці Советского Союза прошумел фильм, здається, Буладзе «Покаяние». И там славутая дорога до храма. То есть вот сдавалось в этой першасной такой постутопичной перспективе, что громадство просто вернется назад, вот как бы в той момент, с якога, ну, вот все стартовало. То есть оно вернется, ну, умовно кажучи, мы не отрималося, там не да, мы вернемся в момент початку, и с этого момента початку почнем переписывать свою властную историю. Но оказалось, что вернуться назад в истории и в часе немагчыма. Да, мы можем только идти наперед, але не ясно, куды наперед. Когда мы сами в себе одобрали вот эту утопичную перспективу, то это значит, что разом с коммунизмом мы выплеснули как бы и саму модерность. Это так не значит. Замест камунізму хватає утопіїв зусім другого кшталту. Наприклад, побудова громадства, яке не існувало догляду. Ми не ведаємо, якое, але воно кардинально в будь-якому випадку буде відрізнюватися і від тих громадств, які були в першу чергу від комуністичного. Це вже проверено вот гэтымі годами, що це був тупиковий шлях. Вот. А разом з тим воно буде відрізнюватися від тих громадств, які тепер існують на Заході. То есть те опоры, на чем базировалась вот на этой материальной опоры, она уже перестает денничать. Изменяются ресурсы, изменяются запросы, изменилось все на сегодняшний день, не просто меняется, изменилось. И будовать далее свое життя, громадство человечего, не только белорусского, на тем, что было до этого, уже немагчыма. То есть некие ресурсы вынаходят новые. Некие вынаходят новые взаимоотносины поміж людьми, поміж громадствами, які будуть побудовані, скажем, для мене пакуль невядомих ідеях, то есть не ідеях,
Ну, для мяне пакуль невядомых там, скажем, законах, или як тут правильно сказаць, слова пакуль не нахожу. Вось, то есть пабудова новай утопіі гэта магчыма. Шляху няма, таму што, скажем, мы не бачым шляху, таму што, скажем, успрынялі гэты свет як нешта статычнае, пастаяннае. З нашага пункту погляду здаецца, што так вот было заўсёды, вот так вот менавіта як цяпер. На самай справе сапраўды ўсё мяняецца. Нават рэлігія. Калі законы Божыя застаюцца нязменнымі, то ўсё, што вакол нас, рэлігіі мяняюцца, мы бачым цягам гісторыі, аснова нейкая заставалася, мяняліся толькі падыходы людзей да гэтай асновы. Не заўсёды позиция, что утопичная перспектива, утопийная может застаться. Может застаться. И не ведаем эту будущее. Ну, да? пакуль не ведаем. Утопія невядомай будучыні. То есть нам трэба навучыцца жыць у прадчуванні невядомай будучыні, так? То есть той не просто прадчуванне невядомай будучыні, а той будучыню, якую мы будуем, будзем будаваць і будуем цяпер менавіта мы самі. А што ж мы за будучыню будуем? Ну, вот это пытанне. Назад вярнуцца немагчыма, камунізм пражыты. Што яшчэ застаецца? Капіталізм? Застаецца тое, што акрэслена вот это вот как граница. Вы ж намалявалі? То есть вось наша ідэнтычнасць у гэтым не палягае. Только праблемы Будаваць не грамадства, а просто падмятаць вуліцу і, скажем, клапаціцца пра гародчык, ну, вот, пра, нет, ну это же кнігу. у межах державы, тому тут якраз все наши змены тычацца стварэння нацыянальнай дзяржавы і нацыі. Альбо тыя праблемы, якія ў нас тут стаюць, они аднолькавыя з тымі праблемамі, якія там за межой и на усходе, на заходе. Вот сколько я слушаю этих, у них они окрестливают той же шерх проблем, что и у нас. Шерх, другая проблематика, близкая, але параллельная, это держава и нация, якая повстає, і якая близкая і всім заважна, но не ясно так само, що з нею робити, як її сприймати і як усвідомляти і переасенсовувати. Тобто, що отрималося, що це таке. Да? Ці нам не ясно, в якій державі ми живемо і ну, вот, якби, що таке білоруська нація, ці вона є, ці нема. Ці вона вже побудована, ці ще комусь це вже ясно, як це все рухається і відомо. Це наше мислення в этом накерунку працює. Мне кажется, с нацией вот 100 лет назад мы как будто впали в кому, а сейчас вышли. Ну, там. И вот как любой, кто вышел из комы, у нас плохо двигаются, там, тело подчиняется. То есть, ну, вроде уже пациент живой, но как бы, да, он, то есть, он, во-первых, неадекватен миру, во-вторых, тело его, как бы, ну, неадекватно даже его собственной воле. То есть, и вот, ну, вот если взглянуть на нашу нацию, то она не успела стать нацией, когда все встали. Ну, то есть все выросли, а мы одни остались в каком-то... Ну, може не всі, але от якби ще одна проблема, якою по сутності ви якби сигналізуєте, це отсутність білоруського суб'єкта або когіта, про що ми казали. Тобто, ведь що таке, ми спали, і от зараз обудилися і почали. Тобто ми були об'єктом маніпуляції. Для нас було звикло виступати якби, ну, таким, скажем, материалом для перапрацоўкі, а не вот тым самым гордым декартовским когіта, якое предикатом дачынення до сябе лічыць весь свет. То есть вот гэтая когіта толькі-толькі прачынаецца, і яно яшчэ мало што ўмее, так? І мало на што прэтэндуе. Вот, глядзіць на эту дзіўную рэч, якая называецца беларуская дзяржава. Ад яго чакаюць вызначэння там нейкіх утопій, беларускага шляха, но яно яшчэ вот, ну, не до конца готово, так?
Да, ну вот для меня, когда я пытался ответить, что для меня является проблемой, ну, у меня есть, сформировалось такое представление о роли человека в современном мире. То есть вот, ну, именно единицы, то есть не человека как воплощение всего человечества, а вот, ну, я там есть как бы, каждый в принципе. И вот с одной стороны, наша, ну, если смотреть как бы вокруг, то мы так атомизированы довольно, то есть, ну, каждый сам по себе, вот, когда вот это рухнуло, это идеологическое, ну, вот, ну, то, что нависало над нами, как общее небо над головой, оно рухнуло, и мы остались каждый сам по себе. И одновременно с этим там пришли все эти, ну, вот сейчас там недавно патриарх Кирилл сказал, что вот ох уж это человекопоклонничество, да, вот эти второго человека. Вот мне кажется, это как бы, ну, сигнал, что все вот эти западные ценности, они легли на нас, на атомарных нас. И ну, сейчас человек сам по себе. И тогда встает вопрос, а зачем нам быть вместе? То есть зачем, ну, зачем мне быть нацией как бы, со всеми теми людьми, которые живут на тракторном заводе, допустим? То есть у нас якби знову ж таки після этой анестезії, ці амнезії такої якби довгої починається не тільки когіта і абстрактний суб'єкт, але і живі реальні люди, особи, які починають користатися цим якби когіта і починають думати, а навіщо їм потрібні самі різні форми держави, супольности, утопии. То есть они любые институты общественные, в принципе, да, ставятся под большой вопрос. Да. Типа, То есть такая радикальная проблематизация социальных институтов и традиций, и вот всего на свете. Да? То есть не принятие на веру. Да. Ну да, и мне кажется, ну, когда я пытался соотнести с тем курсом, ну, то есть вот, почему, как до этого дошло, тут ну и то, что религия, в принципе, не стала тем небом над головой там, вместо там, коммунизма и коммунистической утопии. И ну, на нашей стране вообще, как бы, ну, вот, нашей традиции, что ли, не было какого-то абсолюта. То есть вот это помежье, да, и вот это вот, с одной стороны, Восток и Запад, и вот, ну, то есть свой путь мы не придумали, и вот, ну, как общий. И вот сейчас, получается, каждый пытается либо найти свой путь, либо, ну, как бы так, колеблется, то есть ему куда, на запад, на восток податься. Ну, там шлях так само, но тут уже более индивидуалистический. Да, я разумею, вот отсюда, от особи свой шлях. То есть відбувається така тотальна розсинхронізація з часом, супольним часом європейської модерності. З одного боку ми якби випали після модерної утопії і вертаємося якби вот в це огульне проблемне поле всього європейського чоловічества. З другого боку ставимо під питання і самих себе, і соціальні інститути, хоча розуміємо, що вони сформовані в цій модерній традиції, і перспективи так само. І знову ж таки ми якби, якраз звертаємося сюди, от, з чого ми починали, з цієї стратегічної розгубленості. Замыкаем поле. Историчная разгубленность, так само, если Ну, да. потому что если литовцы, мы не взяли себе в эту историю, зачем так, як базу. І з нею добре живуть. А у нас отримується таке помір'я, ті туди, ті сюди, ті це наше, а мабуть і наше. Такі питання носять. Ну, ми не ведаємо, наскільки добре вони живуть. Може якраз Може якраз наоборот. і зайздростять впевненості. Я про углублення супольську людей білоруську, там взяти хлопця з То есть завершенность мифа в идентичности, да, то есть, что идентичность больше меньше. Да. Хочу додать. Додать хочу. Так, прекрасно. Это проблема одинакова. Вот моя дочка едет в Каунас на фестиваль рыцарской, на музыкант, вертается с Литвы, пересекая границу и плачет. То, что она побачила в Литве, и то, что она побачила в Беларуси. Якась величезная разница.
Закономернасць у тым, што там з гадоў камунізма знікла матывацыя к труду. А у нас яна таксама знікла. Только у нас есть примусовый фактор. Так это совершенно наоборот. Вычистить все дороги, прибрать, почистить. Мы, Беларусь, опынулись на шляху закономерности. То есть после тоталитарного режима пришел авторитарный, який гоняет нас, как батька, працевать у поле. А там не гоняют. И они не працуют. Тому глядеть на эту Литву – это разруха полная. А, так я наплакала от разрухи, да? От того, что убачила в Литве такую разруху, такие ухоженные поля и Она в судовные Смоленск не дороги. ездила, нет? А? Она в Смоленск не ездила. И Смоленская И вернулась, там тоже плачет. плакала. Она вообще рыдает. Говорит, в Россию никогда не поеду. В поле фест по колено грязи. Все, Я думаю, А что вы хотели в поле? я думаю, что Смоленск мусил быть уже такой психотерапией, так, поравнание с самостоятельным. Ну, давайте так, как бы эмпиричные приклади эмпирии. Ну, я еще не згоден, да. не згоден на конт релігії. Гэта працэсы, якія вы не назіраеце. Я их назіраю. Я написал 5 гадоў тому, как литургия отбылась на белорусской мове. Пришлось на первую литургию 6 человек. Это православная? Православная. Да. Мгм. Сегодня в храм не вбиться. Стоит 200, под 1000 человек и поют, держа перед собой текст. 1000 человек. На да, белорусском. поется. С Буцловский фест первый раз приехало 16 человек. Сейчас приезжает 15 000. Ось формование белорусской нации отбывается пока что там. Обозначим. И консолидация людей. Обозначим, ну, наприклад, один з варіантів відказу, да, ретрадиціоналізація. Тобто скористання от форм традиційного громадства не в якості дороги назад, шляху вертання, да, тобто ясно, що ми в традиційне громадство вернутися не можемо, да, але в якості от такої справді, якби, контрмодерної терапії, яка, ну, от, якби, дає от, невеличкий лапик суші серед, якби, этого, серед по-бауману вадкої модерності. Як ви назвали? Ретро що? Ретрадиціоналізація. Ретрадиціоналізація. Вертання певних традиційних формул, але не разом з усім традиційним громадством, а вбудовуючи ці традиційні форми вже якби в поздньомодерну структуру. Так? Тому що насамрэч по цьому принципу працюють там і етнографічні товариства, якби, і от різні етнокрамки, які, ну, займаються ручною працею, продає. Тобто ясно, що це не утопія тотального вертання, ну, вот, скажем, вот, кудись назад, да? Ага. Потому что я то, что бачу, наприклад, серед моего осероти, там ми виросли 25-28 годов, наприклад, годов 2 тому я так само не могла бы уявить, что частка з гэтых людей буде ходити, наприклад, в церкву. Ось зараз так ёсць, серед моїх знайомих і сяброў. Але я не лічу, што можна вернуцца до такого не то, что вельмі рэлігійнага, вельмі супольнасці, але гэта можа быць таким моральным базисом, але не тотальным, наприклад, для науки, якая могла бы быць закрыта ці не абмежавана рэлігіяй, я не лічу, што гэта будзе магчыма у гэтыя часы, напрыклад. Это цікаве питання. Глядите, значить, ми обозначили, що певні плацдарми релігії, ну, от певні практики є. Але повстає питання, коли ми знаходимося от в этой самой поздній модерності разом з усіми, хоча і дезорієнтовані, і розсинхронізовані з основним часом, що, наприклад, з наукою? Пам'ятаєте, ми казали, що для модерного мислення, ну, в свой час наука, ну, не просто важный
феномен, які паўстае і фармуе гэтае грамадства, але яшчэ і адзіная легітымная форма веды. То есть, а веда – это заўсёды самаразуменне, улада, веда-улада, вот это Фуко. То есть, и не дарма, вот глядите, белорусский советский проект 70-е, 80-е годы, Менск – это город инженеров и навукоўцаў. Ну и по социальному престижу этих специальностей, и по колькости людей, вот, и наука, и, скажем, технічныя специальности, яны идеально забяспечивали с одного боку гэты социальный лифт. То есть первое поколение навукоўцаў и инженеров, это амаль што заўсёды вяскоўцы, якія прыязджаюць з вёскі ў горад, сканчаюць там тэхнікум, потым інстытут часам заочна, ну і потым робяць кар'еру і ўжо як бы твораць гэтую новую эліту. І што цікава, што гэта эліта мадэрная, то есть яна ідэалогія сядзіць в Москве, то есть все гэтыя інстытуты ідэалагічныя. А тут на ўскраінах, ну, в асноўным там зборачны цех, і адпаведна прэстыж навукі ў Менску там 70-х, 80-х быў надзвычайна высокі. Ці тое, што навука знікае вот у гэтым познемадэрным беларускім ландшафце, ці гэта значыць, што мы выпадаем з мадэрнасці вот кудысьці на ўскраіну, ці проста замест навукі у гэтых грамадствах ну, паўстае, скажем, штосьці іншае, ці, можа быць, навука па-іншаму арганізавана вот в гэтым сеткавым познемадэрным грамадстве, калі магчымасці камунікацыі яны практычна ідэальны. Ну, за науку трудно говорить, я не сильно погружен, но я думаю, что вот то, чем сейчас это всплыло, и там мы, ну, в том числе вот говорят там на Евроньюсе, там, то, что мы в IT, как и инженерия, ну такая, это, я не верю, что это модерная, это уже, возможно, постмодерная или там информационная эпохи. И я сейчас, ну, как бы думаю, что вот это как новая элита, которая, в принципе, наверное, является преемственной той ну, инженерии, которая развивалась там в 70-е, 80-е и так далее. То есть, в принципе, это как продолжение, потому что ну, вузы, школы, ну, вот, есть преемственность. То есть, в принципе, я, когда учился сам в МГУ, там, уже там, ну, преподаватели, они как бы так ну, остаются там, то есть и воспроизводятся как некая инженерная... То есть певные техничные элиты застаются, хотя они измещают фокус ну, вот, своей деятельности уже ну, такие запотребованные в науке мы не конкурентоспособны из-за ну, финансирования, то есть мы просто не успеваем за миром. Там, даже если что-то как бы делаем открытие, то внедрить его, ну как бы монетизировать, ну, получить от этого сливки, я думаю, мы вообще далеки от этого. То есть, вот, а вот сама формулировка, что мы не поспеваем, да, это может быть все-таки формулировка с такого еще традиционно-модерного громадства, еще до информационного выбуха, до интернета. Может быть, сама наука зараз организована совсем по-іншому, уже не по национальному принципу. Да, да. Ну, але нині тільки в неких таких особних туди включені. Не интегрированы в общую... А не интегрованы, потому что мы просто не разумеем, как все устроено, ті чому. Ті не умеем, Тому що, наприклад, науковці, вони просто роз'їжджають і там, на тих базах, які є не у нас, і вони можуть працювати там на версії, у першому черзі. А тут, ну, тільки в особливих участках, дороги близькі. И никогда не дивно то, что мы ищем науку как неким таким силой движущей. У нас есть с этим проблема. Потому что она наименьше подвергнута реформованию. Она засталась на тех поглядах, які існували в часи коммунизма. И сегодня мой бизнес связан с наукой. Я назираю у них отсутность мужности. То есть они не берут на себя смелость что-то новое, что-то иншее пропоновать. Окромя только экологов. Я был на конференции,
Вот что-то яны разумеюць. І они наперед Европы рухаются сегодня. Все остальные науки, ну у них там есть некие процессы, но это на что тянет нас назад. Я бы хотел добавить, ну, что касается науки, что мы еще не научились с тем, что умеем, обыходиться. Когда наши навукоўцы недзе на захадзе некие проекты выигрывают первые места на разных конкурсах, то пропихнуть это як свой продукт, унядрить его куды, с гэтым еще обыходиться мы не умеем. Ну вот нашли, ура, мы довольны, но что с гэтым робить далей невядома. И все-таки я лечу, наука на сегодняшний день переформировывается, она робится іншай, не такой, як была раней. І працэс навучання, і працэс вынаходніцтва розных навуковых ідэй, що нейкім чынам все ж таки мяняецца. Наших навукоўцаў сапраўды, асабліва у этих самых інфармацыйных тэхналогіях на Западзе шмат дзе цэнуць. Ну это я з тых навін, якіх следзіў за. А у нас есть следующего там знакомый Александр Мелешко, который там микробиолог, то есть он там, то что вот если его спросить, как состояние науки, он скажет ужасно просто. То есть, хотя он вроде как на переднем крае, то есть они как бы идут, но все устроено так, что там все связано по рукам, по ногам этими бюрократическими процедурами, там их доводят планы самоокупаемости. Что бы я им ни преподавал, они кажут, мы готовы, но вот им что-то не хватает. То есть они связаны. Да, а если сказать, как бы, вот если в СМИ где-то встретятся белорусские ученые, это звучит как шутка, как типа армянские ученые, да, то есть это, это вот в нашем обществе всерьез не воспримут такое. То есть перш за все змянилось сам статус науки и навукоўцаў вот в этом громадстве, да? Мне кажется, туда сейчас, если попадают в науку, то просто какие-то фанатики, то есть по необъяснимым причинам. Потому что мои одноклассники, которые шли в науку, они все на Западе. То есть они все рассосались там, кто где эти магистратуры и докторантуры получают, кто там в Англии, кто в Испании по этим грантам, в сфере высоких технологий. Но вот мы с вами говорим зараз приблизно как в газетной дискуссии. То есть вот всех эти речи, которые мы пишем на мапе, в принципе, нельзя сказать, что громадство этого не разумеет. То есть интернет, там, дискуссия, то есть вот громадство, весь час как бы про это говорить. То есть и такое отчувание, что мы говорим, а між іншим не можем, або не бачим некий гештальт, мегаструктуру, якая бы, все разом это собрала в одну и назвала бы это место, где мы находимся, и отповедно той кшталт проблемов, якие мы можем придумать, неяк собрать это все и мне понравилась модель там, где эти ары, ВРы, светары. Да? Если представить, что сейчас тоже есть такое пласты, то есть как бы работяги там, и сельхоз там трудящиеся. Есть вместо ВРО это бюрократы, это вертикаль. И есть как бы некие свободномыслящие люди. И, можно сказать, все живут в параллельных реальностях. То есть нижние претерпевают, верхние тут думают, как это, чтобы не развалилась вся экономика, а вот эти свободомыслящие, они свободные, они могут легко, либо внутреннюю иммиграцию уйти, то есть сидеть как бы в Минске, но работать на кого угодно, либо реально свободно переместят свою когито в любую точку, где им это с дольностью до левитации в информационную эпоху так и происходит. Глядите, коли еще раз вернуться до сегодняшней нашей сучасности, коли так можно сказать, посткоммунистичной, мы говорили про то, что коммунистичный проект – это с одного боку проект абсолютно модерный,
такі бастард асветніцтва, там вот дзіцянятка, якое реалізоўвае гэтыя асветніцкія ідэі на периферыі, якая, магчыма, не гатовая да вот такого радыкальнай мадэрнізацыі. І якраз дзякуючы гэтай периферыйнасці і негатовасці асветніцкі праект камунізма прымае на периферыі форму тоталітарнай мадэрнізацыі з аднаго боку. То есть, калі яны не гатовыя, гэтыя вяскоўцы, мы іх як падымем за валасы, як бы выцягнем і перанясем в правільнае месца. З другого боку, гэты праект ізаляваны, замыкаецца в сабе, таму што ён разумее, што толькі будучы вот на выспе можна реалізоўваць ідэю тоталітарнай мадэрнізацыі, таму што любая открытая простора приводит до того, что горизонтальная мобильность, люди просто разбегаются. Их треба вот так вот. Да. И вот что отбывается после конца коммунизма. Да? То есть утопия реализовала себе до конца. В апошние десятигоддзі яна нават включила элементы саморефлексии, и она сама пачынае разумець, што з ёй адбывалася, і вот что за громадство врешті-решт повстало. Вот. И утопия самознищается врешті-решт. То есть самораспускается, якраз дзякуючы вот этому разумению и реализации. И то, что было замкненным фрагментом, вот особенно взятым модерным экспериментом на европейской периферии, стало просто европейской периферией. Без утопии, без модерности, без мышления, без экспериментов. И тут нам допомагає, скажем, Эммануэль Валерштайн, про якого мы крышечку казали, это социолог и экономист, вот, який много-много займался и модерностью, и формованием капиталистичного света экономики, и особливо структурацией этого капиталистичного света экономики. И Валерштайн нам как бы говорит, что гэты глобальный капитализм, глобальное громадство, и оно не просто глобальное, а оно певным способом структурованное. Оно поделяется на вот, как бы, центр, как бы, полупериферию и периферию. И поміж этими тремя частками организованы певный обмен. Экономичный, интеллектуальный. Вот. И этот обмен так або иначе как бы стесняется. Центр ясно специализуется там, на вырабе готового продукта, на интеллекте, на выпрацоўке нормаў и идеалов, якія далей распаўсюджваюцца, продаются на решту, на полупериферию, полупериферию. Ну, а далей там як бы уже альбо чистая сыровина, альбо такая, скажем, полуфабрикат. То есть Валерштайн стверждает, что вся логика вот этого позднего капитализма стоит на идее неэквивалентного обмена. И тому, скажем, в этой ситуации вот центр завсёды богатее, чтобы не отбывалось, бо он, скажем, усмоктывая в себе все самое передовое, самое важное, там, и науку, и идею, то есть он так организованный, он так працуе, да, вот этот обмен. И тому там все навукоўцы врешті-решт переезжают как бы, в центр, там, где все отбывается, все, там как бы, то есть все отбывается менавіта так. И коли мы выпали с коммунистичной утопии, головная проблема была, конечно, не в помниках Ленина, ясно, да, и не в улицах коммунистичных и советских, а в том, что в готовом гештальте сучасного света нам просто не было места. Вот уявите себе, як марсиане з ниоткуль из советского коммунизма з'явилося там 250 миллионов, а коли соцлагерь брать, то еще и значно более, людей, які не вписаны вот в систему вот этого, скажем, позднего капитализма. То есть они нібито и не периферия, и не центр, и не полупериферия. Вот куды их, вот с кем, что налаживать в якости вытворчасці и с кем организовывать этот обмен. То есть это был, насамрэч, колоссальный структурный кризис
не толькі для вот гэтых рэштак, а пераважна для ўсяго свету. То есть было ясно, что ну вот як бы все реструктуруецца. Да? І, дарэчы, калі вы памятаеце, вот частка краін выбрала просто долучиться до центра, ці в якості хоча б полупериферії. Ну, от, наприклад, як там варіант той же балтійських країн. Тобто, які просто якби заявили, що їм саме головне потрібно гарантії безпеки. Вони готові продати всю майомість, ну, от, яка була вот там, скажем, ну вот за гэтыя гарантии бяспеки и за то, что они теперь будут часткой, ну, скажем, вот этого света. То есть это вот реально в лепших традициях советского анекдота, памятаете, обвестить войну Америке и сдаться. Да. Нет, на самом деле это был вельми рациональный, логичный крок, и ну вот коли вот зараз уявіць сабе, ці маглі бы яны, ці быў бы нейкі іншы варыянт от іх сітуацыі, а яны былі першыя, напэўна, не было. Таму што ну, по аб'ёму яны не маглі ні канкураваць ні з кім, не супрацьстаяць як бы, вот, як бы Расіі. Да? Ну, Россия же так сразу и не несла угрозу. То есть, в принципе, я думаю, тут сработала просто ну, такая аллергия на Россию, то есть они сказали никогда больше. Вот, и... Вот как вы не правы, я прямо удивляюсь. Угроза была с первого дня. Недооценивали, потому что весь этот пас, и Приднестровье, Карабах там, и все эти Средняя Азия повстал не в конце 90-х, а повстал вот как раз тады, погроза была вельми моцная. И они все разумели, что побач з Карабахом може повстати Нарва, там, якби, або там полова Риги да, з рускомовним насельництвом може просто-запросто вот отколоться. Ну, там вельми серйозно було, я би не недооценивал. Тому що з узростової перспективи, може, ви не пам'ятаєте реалии. Ну, когда уже начался распад, там уже сил не хватало как бы в России ну, да, то есть был, вот, я думаю, до распада вот, очень напряженный период, когда действительно там все конфликты по границам, но потом уже, когда уже выбухнуло, там Россия просто погрязла в такую как бы разруху со всеми этими просто для нас важно, что, скажем, что там была и юридичная махчимость, потому что большасць заходніх краінаў не прызналі акупацыю прыбалтыйскіх дзяржаваў, да? І рэальная магчымасць, то есть это вот яны сталі і яны вот в гэтым, ну, скажем, в гэтым гештальце, скажем, далей працягвалі існаваць. Напрыклад, сітуацыя з Польшай як зусім іншая і вельмі цікавая. Мы казалі пра Лядвігу Станішкіс, ці не казалі? Не казалі. Пра легендарного польского социолога. Вот, яна ну, дзейнічала в солідарнасці, сядзела ў тыя часы, она маладая жанчына, яе там выключалі з універсітэта, вот, во всех этих перамовах там, с Валенцам. И она написала книгу «Анатомия социализма», тады вандравала, вучылася потом далей у Злученых Штатах, и потом в середине 90-х написала книгу «Посткоммунизм», где проанализовала ситуацию в Польше, ну, вот як бы вот гэты гештальт, куды потрапляе Польша. І яе былі вельмі цікавыя, ну, назіранні, скажем, такія выкладкі. Яна мела доступ, то есть яе муж вельмі багаты голландскі там мільёнер, человек незалежны, не мела патрэбы ў грошах, вандравала по всему свете, працавала в розных архівах і в Москве, і в Пекине, и ясно там в Польше. И она в своей книге литерально показала ну, вот, на пальцах, что починаючи с конца 70-х коммунистичные улады ПРЛівської Польши, они, разумеючи, чим все это скончится, рихтовали перевод, ну, умовно кажучи, идеологичной влады в экономично-финансовую. То есть целое поколение польских комсомольцев в конце 70-х, початку 80-х было запущено на стажировки
і на вучобу на захад, яны скончылі бізнес-школы, стажыраваліся ў банках, як бы. То есть менавіта ПРЛ падрыхтавала ту эканамічную эліту, якая на пачатку 90-х перавяла палітычную ўладу в капітал. І вот што? Ну і, скажем, вот чаму цяпер гэтая праблема з Качынскім і вот всеми гэтымі спрэчкамі в Польшчы, таму што, ну, апозицию обвинувачивают в компромиссе, что яны там на початку 90-х подчас круглого стола все это ведали, вот, ну на что, да, скажем, але погодились, как, ну, коммунизм был незваротный. То же самая плата за переход и за вваходжання у, ну, скажем, как бы, у сучасны свет, у модернасць, далучэнне до модернасці. Калі платай балтыйскіх краінаў і народаў было адмова ад, ну, уласнага когіта там, ці суб'ектнасці, эканамічнай пераважна, да? То тут, ну, вот як, калі там спростіць все радыкальна, Польша была падзелена паміж польскімі камуністамі і нямецкімі банкамі. То есть вот той компромисс, які паўстаў, ну, по маёмасці, гэта быў кампраміс, ну, вот, як бы, такого кампрамісу, якім уласна там героям супраціву, людям культуры і ідэалогіі, якія там насілі кніжкі, ну, і сядзелі в турмах, ну, не шмат што і дасталося. Ну, толькі рада, што цяпер ужо, як бы, камунізма няма. Калі казаць пра, ну, это варыянт самы блізкі у нас, Украіна і Расія, то есть што адбылося, як Украіна і Расія ўваходзілі у гэты... Попытка реформ, переложим на какие-то... Абсолютно на поверхне олигархичный капитализм. В России Чубайс просто раздае маёмасць гвалтам, как не могли вернуться червоные директоры, ну и вся логика 90-х, яна менавіта, ну, вот на гэтым полягае, да? Але, скажем, логика российского олигархичного капитализма как бы полягае на тым, что олигархия – это только инструмент, ну, в руках новых политичных элит, якія могут быть демократичными, а могут быть свар'яцело-габійскімі, як вот з постельцинской России. Но вот снова же таки, это, по форме, это олигархичный капитализм. Да? То есть, коли існують певні монополії, існують олігархи. В Україні відбулося те ж саме, тільки коли в Росії державні еліти розглядають олігархів як інструмент своєї політики, протяг політики, то в Україні відворотно, олігархи розглядають державу як такий торт, який мусить бути поділений між совку. Да? Тобто, це приз, який достається. Ну и теперь мы подходим до белорусской версии, где мы, это самое цікавое, а куды мы с вами потрапляем, на чем полягает загадка вот, как бы, этого белорусского кейса. То есть ясно, что у нас как бы никто, ни комсомольцев не досылал учиться, как бы, и немецких банков нема, да, и олигархи ховаются. И, скажем, и держава не поделенная, а наоборот сама все делит, как бы. То есть вот уявите себе, мы с вами вельми любим размовлять про то, что в Беларуси нема субъектности, нема рефлексии когита, нема воли до самостойного, ну, вот, как бы, развития. Мы не ведаем, куда идти. Мы проиграли науку, там, как бы, ну и вот все такое. То есть вот 4 торбы там, и 6 куферков великих всяких аргументов за то, что у нас ничего не магчыма. Но при этом все вокруг нас развиваются, ну, в парадигмах радикально адрознных от вот наших. Тады паўстае пытанне, адкуль паўстае вот гэтая беларуская логіка? І ці яна, як бы, яе можна неяк рэканструяваць як логіку?
што стаіць за беларускім кейсам, ну, акрамя вот за гэтай чорнай дзюркай в цэнтры Европы, да? То есть, ну, вот нейкая ж логіка ёсць. То есть мы самі сябе вот куды, як размясцім у гэтай постутапічнай, як бы постеўрапейскай мадэрнасці, дзе мы з вами знаходзімся. Ці мы в модерности, ці мы выпали, ці мы як бы... Модерность такой. У самого Отсталый, початку. да? У самого початку. То есть мы просто негде затрымались, и все там далеко побегли, а мы... Ну, не то, что побегли, если рассматривать постсоветские, то все разбеглись кто куда, как тараканы, как бы на свету. А мы как бы как будто откололись от этого, ну, как это, Советского Союза, и так вот как айсберг в океане такой плывет. У нас движение есть, но очень медленно. Мы только усведомляем Ну, себе. Ну, нет, то есть я хочу, скажем, как вы сдивились разом со мной, поделиться своим здивлением, да? Все у нас Потому нормально. что, звычайно, калі мы пачинаем рэфлексаваць над беларускай ситуацией и интеллектуальной, и экономичной, и политичной, мы включаем логику отсутности. Мы начинаем рассказывать нашим сябрам и знакомым, и особливо гостям столицы, про то, як много у нас нема, и як за гэтага всем як бы кепска. Да? В той же час есть такая перасцярога, что ну, это просто частка ритуала, частка беларускай ментальности, что калі штосьці ёсць, трэба абавязкова гэта добра-добра схаваць, каб ніхто про гэта не даведаў. Не забрал. Да? И вот у меня такое выражение, что у нас все ж таки штосьці ёсць, но мы яго так добра схавалі, что и не тыя, хто вакол нас, и уже мы сами не разумеем, а что ж такое у нас вот ёсць адбываецца. І гэта тое, што ёсць, гэта беларускае грамадства і беларуская культура, якая неяк жыве, развіваецца, но в нейкіх дзіўных формах, калі ласка. Я уже не первый год, честно говоря, над этим задумываюсь и наблюдаю Беларусь в отношении сравнения с другими странами и с другими укладами. И вот что можно увидеть, то, что в Беларуси, как и во всех постсоветских республиках, странах, присутствуют элементы феодализма. И мы все это четко на себе хорошо понимаем, поскольку постоянно слышим «купляйте белорусское». То есть тянет якорь привязанности к натуральному хозяйству. Это возникает из-за того, что, конечно, как это сказать, мне даже лично приятнее платить за не самого хорошего качества морковку белорусскому человеку, который ее вырастил за копейки, и я знаю, в каких условиях трудного, так сказать, сельского хозяйства, проблематичного, как это правильно говорится, вот, чем тому же россиянину или еще кому-то, но не потому, что я выбираю белорусское, а просто потому, что я солидарна с этими, со своими соотечественниками. Это нормальная практика всех стран. Но на этом все-таки нельзя зацикливаться. Это не должно стать самоцелью, иначе это никогда не будет той движущей силой, которая направит вперед. То есть у нас для того, чтобы хоть как-то вырулить, действительно, как-то этому нашему островку Беларусь как-то держаться на плаву, нам нужно изо всех сил поддерживать собственного производителя. Это правда. Иначе некому будет платить зарплату. Это значит усиление, в первую очередь, это усиление проблем криминального характера. И скоро, я так полагаю, они уже пойдут. Но это только первая, минуточку, это только первая такая вот штука. Конечно, мы все пытаемся, и не только мы, там гораздо более значимые персоны пытаются найти выход. Как вот это вот избавиться от этих феодальных черт и все-таки выйти, конечно, на коммунизм какой-нибудь развитой или еще куда-нибудь в другую формацию. Для этого у Беларуси есть уникальные предпосылки, которых нет уже во многих, даже в крупных городах российских. Например, у нас до сих пор не произошло расслоение на части общества.
Откуда это видно? Школа, детский садик. Туда, как приходит, например, там, вот только еще не потерявший акцента выходец из села, у которого там образование, об образовании это отдельная, конечно, тема, образование такое же, как у всех, но познание меньшее. И в этот же детский садик, в эту же группу ходят дети инженеров, учителей, туда же ходят дети чиновников, там еще что-то. И это не вызывает конфликта. У нас так и не стало детских садиков для бедных, богатых, средних, школ для бедных, богатых. У нас, смотрите, как бы там ни было, закроем на многое глаза, но сын президента тоже ходит в обычную школу. У нас нет школы для чиновников, а они ведь могли бы отделиться. Почему они не отделились? Уже появляется. Академия, да, школа. Но тем не менее она появляется, но до сих пор за все это время. Ну, Так и не появилась. Кладемо якості таких стверджень першого узровня. От сюди, де ми говорили про розгубленість, про нерозуміння того, куди вести далі, і про громадство. Тобто ми всі розуміємо, і от ви просто описываете, что белорусское громадство, оно вот некое такое, не такое, як там, да? А вот нам, коли вот зараз мы зробили гэтае коло, что в этом всем не хапае, нам не хапае интеллектуальных инструментов. И я тут вертаюсь до самого початка, коли мы говорили, что вот нам треба читать Платона и там думать про Сократа, і якби про Декарта. Інакш ми весь час будемо, як в тим дні Сурка, говорити одними і тими ж словами газетними, это не значит, что кепско газетные, просто словами доксы, словами меркования. Да? То есть нам не хапая вот этого поверха рефлексии над громадством, над особой, да? То есть не хапая слов, яких мы могли бы думать. Да? Не хапая, и это самое важное оказывается. Да? То есть субъектность у нас уже з'является. И уже з'является адрозность, мы починаем разуметь, и не цураться вот этой адрозности. Мы навіть на взровне неким можем, довести, какие мы не такие. Да? А вот включить рефлексию, Тетяна, может, ти нам допомогти? Видиш, те, що ти кажеш, для мене з'являється велика проблема якраз у зв'язку з цим утопічним мисленням. Так? Бо ось коли ми кажемо, що за що нас не возьмеш, що нас того нема, ми порівнюємо так чи інакше з утопіями ці нормами. Так? Тобто там норми демократичні, норми комуністичні, якої завгодно. І, в принципі, зрозуміти, що є і чого нема, можна, коли ти маєш, некий там, не ведаю, навіть там не ідеал в сенсі, до якого імкнешся, а то, з чим порівновуєш. І тоді ти кажеш, і мені вельми там твоє з'явлення подобається, як інтенція, що а може у нас щось таке є, що ми не розуміємо, порівновуючи з іншими нормами, які, з ними може не треба. Але тоді, як нам зрозуміти, що ми маємо, яким іншим інструментом, резервуар понятків, образів і так далі, праз які ми зрозуміємо, що щось є. Ці то це така емпірична наука, видаєш, покопатися і нібито обогульність, ось для мене це такий шлях, такий абсолютно антиінтелектуальний, ось. А з другого боку, вибудувати некий там ідеал, неку іншу норму, некий інший образ, це доволі тяжко вже у постутопічну епоху, коли ми всі вже боїмося до утопію. Ми шукали, коли пригадати ті ж семінари по білоруському мисленню, які Сабушенком тоді да? І коли ми вірили, що соціологи ось пишуть це білоруське громадство, яке ми самі інтуїтивно відчували. І ми навіть готові були підказувати метафори соціологам, казали про громадство креолов, да? Абушенко написал чудовный артикул про контекст и про подвойную креолизацию, что мы с одного боку колонизованные усходом и отповедно креализованные, то мы шмат какие чужие нормы и саморазумение на себе спробуем примирить, и у нас не отрымовывается. С другого боку, та же самая фишка с Заходом. Мы, протестуючи супроть усходу, мы супротивляем
якби, заходнія норми, але так само не можемо їх до кінця присвоїти, і вони в певний момент обнаружують свою чужість. Ну, это рефлексивное разумение, видишь, Так. а не ну, некое там покладание, ті констатації, ті Да, конструювання. реально, да? Да? Вот, Ну, потому что вот, ну, ясно, что белорусское громадство, белорусский проект 90-х, 2000-х, это не проект олигархичного капитализма. У нас была, зараз я докончу, у нас была идея в певний момент, ну, серед так просунутих інтелектуалів, що це такий регрес, вертання в минуле, там, от, спроба утриматися якби, в соціалістичному, ну, от, неким, не ведаю, кавалку утопії, да? Тобто побудова соціалізму в особливо взятій країні. З другого боку, коли ми порівняємо зараз, скільки, ну, от ми розуміємо, що соціалістична була хоча така мовна анестезія, а не реальність. Да? А реальність, якби, ну, підпадала все той же логіки, от, якби, ну, огульної. А логіка огульна – це логіка все ж таки капіталізму. У мене повстала в певний момент метафора такого білоруського Макдональдса, яка, ну, з моєї перспективи просто ідеальна, як метафора може бути ідеальна, ясно, що це не концепт, тлумачить, наприклад, вот відсутність демократії, що вот, якби, білоруське громадство і білоруська економіка – це такий колективний Макдональдс. А що таке Макдональдс? Це внутрі структурований там амаль соціалізм, там з певною риторикою ти можеш дорости до менеджера, і агресивний капіталізм на вонки. Да? То есть ясно, что продукт на вонке продается, а внутри якби идея нагрубашивания, скажем, что мы команда, мы все разом, то есть такая коллективистская риторика. Вот. Плюс якби, президент розглядає себе як такого головного менеджера, а не інкарнацію там, от, Бога чи демократично вибраного лідера. І ясно, що в певний момент, от, скажем, ця адміністрація починає розглядати Макдональдс як свій власний проєкт. Хоча формально це не власники, да? Але тим не менш, от, тоді ясно, чому немає демократії, тому що яка може бути демократія всередині Макдональдса? Це логіка, от, а логіка підприємства – це логіка поздней модерности. Да? То есть, глядите, значит, в России на Усходе самую великую погрозу розглядають як вертання вот этой червоної утопії, і вони роздають майомость, ну, аби кому, то есть проходимцев, формуючи вот класс там новых олигархов на поводку, да, и отсюда повстають всі проблеми. Ну, вони вирішають одну проблему, якби створюють собі якби кучу інших. Ну, Балтії країни ясно, якби Україна так само ясно, да, то есть згодно з ментальністю. Білорусь, яка знаходиться в центрі, могла вибрати теоретично любий, скажімо, з інших шляхів, да? Ну, хоча, може бути, не балтійські, все ж таки не дали би, да? То есть там були вельми ясні геополітичні умови на момент розпаду Советского Союза. Мне кажется, не могла. То есть, вот, если вот этот считать, что вот наше лучшее инженерное образование, что оно же было, можно сказать, тотальным. То есть оно переделывало из жителей села жителей города. То есть всякие ПТУ, там, инженерное, ну как бы высшее там. То есть по сути у нас ну, как бы нация инженеров. А это ну, полностью модерная такая нация. И вот, а теперь представим, что эти инженеры еще заняли все посты бюрократические, и страна превратилась в огромную машину. Ну, вот, как бы, без гуманитарного какого-то наполнения. И отсюда ликвидация там, философии в университетах и их это самое. И вот, когда мы погоджаемся, зараз я так кажу, что это логика, знов логика тоталитарной постмодернизации, то есть вписание вот этой территории и державы як особенно взятой одинки, ну вот как бы сусветную, глобальную свет экономику,
а як можна впісатися в якості суцільної адзінкі, толькі усведомляючи сябе як вот такое вот великое підприємство адзінае. І гэта была адзіная логіка, якая была знаёмая гэтым людям. Адзіны тып рацыянальнасці. То есть вот калі нейкі тып рацыянальнасці в Беларусі і працаваў у 80-х, то это вот рацыянальнасць інжынераў-управленцаў. І я бы так сказаў, што калі мы хочам выскачыць і ставім задачы беларускім інтэлектуалам і беларускаму грамадству, то я бы гэтую задачу сфармуляваў так: перарасці Макдональдс. Не зруйнаваць, не адмяніць, а менавіта перарасці. І вот самае аптымістычнае в беларускай сённяшняй менскай рэальнасці для мяне, як это не дзіўна, маленькія хіпстэрскія кавярні, якія, як грыбы, паўстаюць вот в прорезаных першых паверхах, ну вот, дзе немагчыма много зрабіць, вот в самом центре. Да? То есть вот такие локальные месцы, в якіх отточивается уже іншая логика. То есть я уже як літэратар, я фанат кавярняў і пра іх все жыццё пишу, і я назіраю з гэтай перспектывы менскі ландшафт. Такого прекрасного выбуху, як за апошнія 2-3 гады, і туды приходят люди. И они сидят там со своими ноутбуками и этими самыми. И это не только айтишники. При мне в Coffee and Cups притягнулся с консерватории некий хлопец со своей знакомой, скажем, расклали на великим этим самым, на великой, взяли там каву, расклали нотные свои аркушики, и он просто по столе почал барабанить и напевать некие, вот, скажем, что-то тлумачил. По ходу высветлилось, что он лауреат там неких конкурсов американских, вот это, и вот все это вот новая супольность, такая уже постмакдональдсовская, да? Вот якая повстає, это не значит, может быть, это уже и постмодерная, да? Не постмодерная. Не постмодерная. Все-таки я добавлю, Макдональдс для нас это слишком высоко. Звычайный колгас. Когда переехал колгас у вёску, а колгас это вся Беларусь переехала в Минск. Вот люди працавали, отправляли их, бацьки, едьте в Минск, хватит в этом колгасе. Они все сюда приехали, а мышление, на кого бы они не учились, на инженеров, на кого они застались колгасниками. И когда я приехал уже в Минск, я долго заставлял вёсцы, у меня праца, говорю, хлопцы, на что туда ехать, что там? 8-часовой рабочий день и куча выходных, представляю, 80-е. И махчимость, автобусы шли бесконечным шляхом по выходным. Туда колбасу за 20, назад сало, мясо, бульбу. Вот так вот и ездила эта вёска. Это 70-е, 80-е. И 80-е. Да. У 90-е ничего не изменилось. Сменялись с поляков, что они у нас купляют гвозди, лемехи, чего только не мазили. А поглядеть далее нам было комфортно, мы были еще богатые. Я зрозумел вашу думку, но и поменять вот это усё тогда было просто немагчыма. Я думаю, что, скажем, это хутчэй такая иллюзия, может быть, то есть досвід, взрослый час, вот якби у нас, у меня 80-е перед вачима завсёды, там у вас якби так само некие годы. Это наивно думать и неправильно, что ничего не изменяется, якби, что вот вечный колгас, это хутчэй, я бы нават сказал, вельми небяспечна для нас, потому что это вот такая идеологичная и интеллектуальное саморазоружение. Нет, я скажу так, интеллектуал, самая головная его задача и обовязок не дать себе супокоивать вот таким вот формулам, какие могут там, вот вы бы сказали эту фразу где-нибудь на собрании политичной партии, и одразу бы вас выбрали, все бы запляскали в ларки и сказали, что да, так вот все, наперед, мы этот колгас зруйнуем. Але калі мы уже якби в аудитории и спробуем думать, то такие формулы лепш не уживать. То есть они нас навіть спрачаться мы с этим не будем, потому что якби и думать далее не будем. Потому что якби это
ну вот страшно неправильно. Разом з тим, у 94 году і вибирали вот этот вот колгас. А разом з тим, за эти 20 годов ішли кардинальні зміни, які на сьогоднішній час дають нечто інше, які на сьогоднішній час дають собі визначення некої огульної супольності, не подобної на ту було, і зовсім не колгасною. Ну, сам себе противоречишь. У меня батька, ну вот с этого поколения военного, там деды, скажем, загинули, один в немецкий лагерь войсковым, другие от ран помер. И вот, скажем, з разбомбленной вёски, где няма чего есть, и ему там, может быть, 6-7 год, его мать отправляет до свояков в Гомель без бота. Вот, и он рассказывал, как он ішов, ну, вот, просто по дорозі, костричник, это уже холодно, босий, вот, якби дійшов до, ну, вот, до хати свояков, і, ну, і там якби тітка, ті хтось там його зустріли, там охали-ахали, ну, говорить, жив криху більш заможна, і вона взяла хліб, ну, одразу, намазала йому маслом, ну, и посыпала солью, такое традиционное, вязковое, ну, скажем, присмак. Так вот, он плакал, рассказывал. И он думал, что... Он ніколи не бачил масла в своем житті, и думал, что сопсовали хлеб. Вот, намазали некую гадость, как бы, и вот... А он скончил там, ну, школу, там, техникум, институт, и стал головным інженером, потім директором порту. То есть вот он классичный инженер, який, скажем, увасабляє вот гэты лифт белорусской вёски вот от самых-самых низов и маті, якби так само. Тому я ніколи не позволю собі ні в яких обставинах на когось сказати колгас. Потому что я, якби, ну вот сапраўды, это мои батьки. То есть это, вы пробачьте, ну вот я уже так крыху заможуся, но я такие речи вельми не люблю. Вот. Причем я учился в Париже уже, в Лондоне и Берлине. Да? Но вот такие речи я, ну скажем, не дарую, я бы так сказал. Ну, справа не в тем, что это вот кого-то образит. А теперь, реально это ображает. Я разумею, что вы-то не хотели, не имели такой интенции, а я образился. Ну, я бы за батьков. Значить, я не змог зрозуміти, про що я казав. Я казав, що колгас не змог сказати, що я хотів сказати. Альбо сьогоднішнє... Про колгасное мышление. А что касается тех годов, когда я ехал в Минск поступать в университет, мне говорили, говори по-русски, колгасником обзовут. И я тогда размовлял на белорусском. Ну, а теперь вы всю країну обзываете колгасником. Это неправильно. Коли признать нечто, то можно это изменить. Вот сегодняшняя и не учу, до да, речі. то есть она абсолютно по-іншому, да, и там люди, и ну, коли мы не маем инструментов для описания и зразумения ситуации, мы придумываем себе отмазки. Вот я за то, как не робить такие отмазки, не называть, например, країну отсталой, яка займає там перше місце по IT-експорту, да, то есть, а ми, якби, говоримо, там, чорна дюрка отстала. Там вот мой однокурсник Паша Данейко, який в этом інституті, якби, і ми часом зустрікаємося, і він розводить руками, каже, ну вот стільки економістів, кольки вокруг ходять і розказують, вот замість того, як взяти там статистику, проаналізувати, то есть, яку є версия, например, ну, вот, нового белорусского бизнеса. Он про это рассказывает всем, что это совсем інший тип бізнеса, чем там в украинский, там, те российские. То есть я до того, что Паша знаходить инструменты, и он глядит реальности в твар. И спробує концептуализовать это, ну, вот, зробить с этого схему. Да? И мы спробуем так само. Вот, я вот, ну, продолжить там предыдущий так, когда вот про кафешки там и ну, людей, которых там можно встретить. Вот я-то, поскольку сам из айтишников, да, и сам как бы, ну, там, с ними общаюсь, вот по большому счету с ними ничего не отличается. То есть они такие же инженеры, только, ну, в информационных технологиях. И уровень гуманитарного образования у них, ну, там 10%. То есть
Может, вот и не инженеры, не все инженеры, а есть и чернорабочие, потому что там же... Да, я, собственно, ушел из IT, когда ну, как бы, еще в университете поработал, и у меня было представление, что я как вот на стройке ложу бетон там и кирпич. Вот, то есть вот, мне моя работа казалась такой. Я, ну, как бы, я не увидел лифта, где я, ну, будучи студентом, могу там дальше скакнуть, но мне показалось это страшно скучно. И я как бы ушел оттуда. И вот я, когда общаюсь там с теми, кто вот сейчас типа элита, там, пусть они там ну, продают свои компании там куда-то, вот у них, и даже бизнесменов, которые готовы в них инвестировать, они еще даже не догоняют, что надо делать ставку на гуманитарность. Они хотят организовывать там конкурсы, поддерживать талантливых там, математиков, физиков, там, информатику и развивать все это. Но по сути, вот если это все будет ну, дальше так вот развиваться, то это не будут ну, как бы наши белорусские программисты. Они станут ну, как бы, ну, общими, ничейными, то есть ну, они станут глобальными инженерами, то есть как бы, которые вот эти вот 10% гуманитарного ну, знания им заполнят, ну там, я не знаю, чем угодно, не белорусским. Пригожа у нас атрымоўваецца. Вот мы намалявали схему, ну, на логика белорусского Макдональдса в 90-х, то есть такого замыкания зноў белорусской ситуации в локальность, але замыкание уже вот в этой как бы капиталистично-социалистичной логике, социализм внутри и капитализм на вонке. И говорили про то, что эта ситуация начинает ну, вот, переодоливаться и выстроиваться некие, разваливаться, растягиваться. Да? То есть потому что в этом Макдональдсе ясно непотребные гуманитарии, только в якости идеологов, да, и яны в социальном поле начинают творить особную, выстроивать для себя особные зоны. Узростовое вот начинается выпадение молоди, и вот эти кафешки з'являться. И з'явление вот, ну, того, что можно назвать вот этим международным IT-пролетариатом. То есть певного слоя людей, які вельми важны внутри социального поля, их немагчыма просто закрыть альбо отменить. Да? И они там дают гроши. Но с другого боку, в реальности яны не включены в белорусскую ситуацию. И они есть частка вот этого международного подела працы, вынік ну, вот, новой уже сетковой технологии. И калі б добрый социолог был, он бы описал трансформации белорусского громадства с 90-х про нулевые, да? Вот з'явление всех этих новых узростовых, ну, там, новых поколений и новых часток громадства, да? И новых сподеваний социальных. Потому что вот у меня такое вражение, что 10-й год как бы был ну, вот, своеособлівым бунтом вот этого IT-пролетариата, який вышел на площадь, бунтом супроть сумной и скучной локальности, да, якую, я не думали, можно переписать так, как компьютерный код. Да. А оказалось, что... Ну, это еще и в 2006 было. То есть, там... 2006 там совсем иншее поколение. Там ну, выходило, я да, хочу про себя сказать, да. Когда я ну, выходил там тоже на площадь, ну, посмотреть прежде всего, кто эти люди, я там неожиданно встретил кучу своих однокурсников. И, ну, мне кажется, все и 2006, и 2010 это такая, ну, немножко разное поколение, но это одни и те же, ну, я видел. То есть, конечно, там я других, может, просто не видел в силу своей разрешающей способности, но это как бы, ну, для меня это такая попытка, вот как в Украине назвали революция достоинства, это вот, ну, тоже такая попытка. Такая очень вежливая, то есть, ну, не готовность там крушить, ломать там, ну, и разбурать, а вот именно выйти, показать, что, ну, мы не согласны. Так вот, я вам скажу так, что Макдональдс, ну, мое меркование, немагчыма зруйнаваць фронтальной революцией. То есть его можно растягнуть и перекомпоновать вот со з'явлением. Ведь что такое... Развалить изнутри. Что отбывается вот теперь. Особные зоны внутри, там на правах споживцов, там займают группы, вот там летучий университет. Занял столик, да? Его можно только прогнать, как бы выгнавшись с Макдональдса, потому что это певная супольность, это уже как бы певные идеи, сподівання. То есть, со своим. Ну,
Не будем вашу каву, да, вот пить жахливую, да, мы зараз все сами зробим, не хвалюйтесь. То есть я до того, что мне здаецца, что логика пераадолення и выстроивания белорусской ситуации – это логика социальной, интеллектуальной фрагментации. То есть мы учимся выстроивать вот такие фрагменты как бы, локальных супольностей, в яких ну, вот, пробуем не логику всего громадства, да, а пробуем задать ну, некую іншую формы там, рефлексии, там, ну, вот, всего життя, формы життя. То есть калісьці, і гэта што цікава, што гэтай іншай формай і логікай пераадольваецца ранейшая структура беларускага грамадства, якая ну, полягала на такой баррикаде, там вот як бы режим и оппозиция. Прадзяржаўныя там прыхільнікі незалежнага грамадства, стенка на стенку, да? То есть приходит разумение, что все ж таки, ну, скажем, ситуация больше складаная и больше тонкие мусят быть стратегии. Ну, цікаві такі розважання. Я вам кажу, что вот эту проблему я с Павлом Данейко тоже обсуждали. И он не разумеет, чому фирма «Помар», якая представник ведущих концернов США и Европы здесь в Беларуси, мая величезный доход, чему и она выдает в Беларуси календарь с выявой Міндонга. Ось он не зразумеет это, он каже, ну, мы не могли это растлумачить. А чому яна мусить выдать? Да, чему она, займая ведущие позиции, не вылезая с Америки, а здесь выдает календарь Міндонга, тратит на это гроши, рекламирует, помник у Новогрудки собирает кошты, как помник забить. Вот и питание возникло в том, что нам вот, белорусское мышление, оно не только как бы находит шляхи, а лишь оно меняет аксиоматику. Вот Павел, я ему пропоную, он скажет, не, я менять свою аксиоматику не стану. То есть то, с чем он пришел с того, он не меняет. А на самой справе меняется громадство, меняются структуры. Возникновение вот этой там вышиванок и вот всех этих формул массовой продукции. Вот связанные там с орнаментом, с этим. То есть это же уже не традиционные белорусские ну, там, потаемный распавсюд бело-червоно-белого там стяга, там те... Даже президент на флаге повеличил помер этого, повеличил, как оно выразно выглядало, повеличил размер на флаге, внес измены, и сегодняшний державный флаг отрознится от 94, потому что повеличен помер этого вышиванки. В Фейсбуку мы там спрачаемся с Бахаревичем, який себе позиционует как модерниста и элитарного письменника, и який там ругается на всех этих вышиваночников. То есть для его вышиваночники это ну, вот, синдром вот такой провинции дикой, некой такой страшной периферии, затюканности и ну, вот, консерватизму. А он там за прогресс, за либерализм, за феминизм, ну вот все такое. Да? Абсолютно фальшивая оппозиция. Просто Бахаревич так само хочет свой столик у этого самого. Да, свою вышиваночку. И как было выразно. Ну и все. И Татьяна, после 9 часов в эти каверны не вбиться, все столики заняты. Вечерга на улице. Вот. Так мы просто Бахаревич туда не пустим. Места занято все. Нет, я до того, что вот, когда мы памятаете почитали, что проблема не в реальности, якая ну, вот, развивается там кепска ці не кепска, а головная проблема в наших мозгах и недохопе инструментов. Вот Бахаревич прочитал там 10 год тому, ну вот что, вот есть либералы и прогрессисты, и есть консерваторы. И он, ну, я бы думаю в этих категориях. То есть и у него атрымоўваецца такая картина свету. Но калі сысці крышечку в бок и вот, ну, и ускладнить как бы, посылы, да, то окажется, что вышиванки как бы, это наоборот, можно сказать, поп, прогрессивно, ну то есть это вот спроба Калиласкова. Это такая позиция двух подворья, наверное, нагадывает ту ситуацию, чему наприклад,
ёсць калок людзей, якія з'язджаюць, навукоўцы, напрыклад, тыя ж айцішнікі, яны не робяць прадукт для Беларусі, напрыклад, і праблему загучваць, тому што яны з'язджаюць. А праблема ў тым, што у Беларусі ёй не трэба такі прадукт, які трэбны ім. То есть яна не ўключана ў гэта як замоўца гэтага прадукту. То есть некоторые продукты, яны вытворены зарано, и под их яшчэ не паўстала аудитория, да? Они ствараюцца не для нас, потому что мы не споживаем их, не можем, у нас няма таких грошей, например, каб замовіць гэтыя прадукты. Вось мы не являемся споживцами. И, например, як з навукой, зараз нікому не патрэбна нацыянальная навука, яе не існуе, тому што ні адна краіна не можа дазволіць сабе рабіць усё як саюз, змагаўся са штатамі, напрыклад. Яна так і неабходна. Я была в Кёльне в прошлом годзе у лабараторыі. Кёльн, нямецкі горад, вялікая лаба, там шмат людзей, 2 немца, астатнія з разных краін. І гэта такая звычайная сітуацыя. І у нас, напрыклад, няма у нас немагчыма зараз стварыць такую лабараторыю, як ЛІГО, якая знайшла гэтыя эвалюцыйныя валі. Не толькі таму, што няма гэтых грошаў, каб пастроіць, але таму, што няма разумення, для чаго гэта патрэбна. І таму што няма разумення, што гэта магчыма канструяваць разам з іншымі. Што неабходна так рабіць. Ну і таму, што шматлікія такія рэчы, як навука, яны не адразу зразумелі, дзе яны будуць потым такія. Вот глядзіце, вот мы ўжо пачалі дыскусію і вельмі много прамовілі. Я бы ввёл такое разрозненне. Дыскурс такого першого ўзроўня прамаўлення, не публіцыстыка, но вот як само грамадства пра гэта гаворыць, думае, там нейкія тэмы з'яўляюцца, і дыскурс, і ўжо рэфлексія над гэтым. То есть ясна, што мы за одну сустрэчу нічога не паставім все праблемы, і не вырашым, і не знойдзем інструментар. Але проста разуменне структуры. Што побач з, напрыклад, беларускімі дыскусіямі пра фемінізм, альбо там вышыванкі, альбо навуку, альбо там новы клас айцішнікаў, абавязкова мусіць ісці, такая, як сказали бы методологи, рефлексійная работа з інструментам інтэлектуальным і з тымі традыцыямі і кейсамі, якія з намі побач ёсць. Наступным годзе, калі все будзе добра і меня запросіць што-небудзь пачытаць. Я уже зразумела, што мне страшно хочется, скажем, прочитать які курс, это в якасці анонса, калі гэта самае атрымаецца. Вся гэтая логіка мадэрнасці, пра якую я наказала, яна бінарная. Ты можаш быць альбо за, альбо супроць. Калі ты за, ты прагрэсіўны, калі супроць, ты рэтраграды, традыцыяналіст. Але побач в еўрапейскай інтэлектуальнай традыцыі ёсць яшчэ трэцяе месца альбо трэцяя логіка. І яна самая незвыклая і цікавая. Умоўна кажучы, аналізуючы, гэта логіка крытычных інтэлектуалаў, якія ідуць не насуперак, не імкнуцца вярнуцца ў мінулае, а спрабуюць крытычна прадумаць все гэтыя абяцанкі мадэрнасці. І з самага пачатку побач з Кантам ёсць, напрыклад, Гаман, нямецкі маг і мысляр, які думае насуперак. Ёсць, умоўна кажучы, рамантыкі. То есть ёсць куча народу, якія да Ніцше і Гайдэгера і 20-го стагоддзя, якія ставяць пад пытанне асветніцкія утопіі. Я бы страшно хотел прочитать курс про их и про эти альтернативы модерности, и просто присвятить семестр сумесному разважанию и читанию тых людей, якія нават для студэнтаў-філосафаў ніколі не выкладаюцца як штосьці вартае. Яны заўсёды недзе на периферии этого самого мышления модерного.
Ну, калі дажывем і столік будзе, то тады сустрэнемся ў наступным годзе. Дзякуй вам. Дякую.